Здесь производят штампованные колеса для грузовых и легковых автомобилей в России. По итогам 2022-го выручка превысила 4 миллиона 600 тысяч рублей. При этом объем продаж упал почти на 20%. В этом году, надеются, упущенное наверстают. В этом году мы планируем потратить 300 миллионов на модернизацию. Но сейчас будем смотреть по ситуации, насколько мы комфортно будем себя чувствовать. Номенклатура выпускаемая абсолютно вся, от самых легких продуктов до самых тяжелых. На заводе по производству теплоизолирующих материалов Олегу Коробченко рассказывают, было выпущено около 2 миллионов кубических метров уплотнителей. При этом предприятие столкнулось с падением спроса на продукцию. Это порядка 15%. Пришлось вплотную заниматься импортозамещением, так как достаточно много запасных частей, каких-либо комплектующих, узлов, механизмов поставлялось из тех стран, которые, в общем-то, приостановили отгрузки в наш адрес. И, в общем-то, достаточно неплохо получилось как из дружественных нам стран продолжить поставки, так и найти, в общем-то, поставщиков в России. У нас на новый энергоблок было предусмотрено второе магистральное газоснабжение, потому что, чтобы от жидкого топлива резервно уйти. Это Заинская ГРЭС. Она является связующим звеном между энергосистемами центральной части России, Урала и Сибири. В прошлом году выработано почти 4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это меньше, чем в 2021-м. В начале прошлого года предприятие начало строительство парогазовой установки мощностью 850 мегаватт. Однако проект пока заморожен. Компания рассматривает другие варианты реализации проекта модернизации Заинской ГРЭС. Заморозка связана с недружественными действиями наших бывших партнеров. Модернизация пока только в рамках действующего оборудования, поэтому здесь хвалиться особо нечем. Все в плановом порядке. В экономике района 55% занимает промышленность, включая нефтяную. 17% – это АПК и переработка. Экономика Заинского муниципального района за последние годы накопила серьезный запас прочности, что позволяет справляться со всеми вызовами. На районной сессии подвели итоги социально-экономического развития. Предприятия столкнулись с последствиями санкций, поисками рынков сбыта, решали проблемы с логистикой. Задача совместно с отраслевыми министерствами, агентством инвестиционного развития, поиск и привлечение новых инвесторов, создание и загрузку новых промышленных парков, доведение уровня оплаты труда до среднереспубликанского уровня. В сельском хозяйстве будет продолжена программа расширения зерновых полей и сахарной свеклы. Будут заниматься и подготовкой к масштабному проекту по переходу на сухую подачу свеклы. Это откроет большие перспективы в развитии предприятия «Заинский сахар». Проект оценивается 1,5 миллиарда рублей и оптимизирован под наши климатические условия. Общестроительные работы начнутся уже в этом году. Сейчас Заинский район по социально-экономическому развитию занимает 9-е место среди муниципалитетов Татарстана. Большие перспективы правительство республики связывает с модернизацией Заинской ГРЭС. В связи с введенными санкциями наши, в кавычках, западные партнеры не допоставили оборудование, за которое взяли деньги. И мы сейчас прорабатываем альтернативных поставщиков. Я думаю, что в ближайшее время, если к апрелю месяца мы выйдем на какое-то соглашение, и мы запустим заказ на поставку новых агрегатов для нашего ГРЭСа. Олег Коробченко обратил внимание на повышение эффективности производительности труда. 208 республиканских предприятий уже включились в эту программу. Министр призвал активнее принять участие местным производством. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Заинский район.